Привет всем! Мы сегодня продолжаем изучение придаточного времени. Сегодня пройдем окончание ганча. У него есть два значения – пока и чем. Добавляются окончания по следующей таблице. И разберем примеры. Например, в первом случае мы разберем, когда это окончание переводится как пока. Сен үйгө келгенче караңгы кирип калат. Сен, ты, үйгө, домой, в сторону дома, да? Келгенче, пока придешь. Караңгы, темно. Кирип калат, кал – это вспомогательный глагол. Кир – это заходить. То есть дословно темнота зайдет. Но по-русски это стемнеет. Пока ты придешь домой, на улице стемнеет. И обратите внимание, что здесь получается келгенче, пока придешь. Пока придешь. К глаголу добавляем окончание и переводится пока и этот глагол, да? Келгенче, пока придешь. Барганча, пока пойдешь. Окуганча, пока учишься, пока что-то читаешь, да? И так далее. Мугалим үй тапшырмаларды текшергенче чарчап калды. Мугалим – учитель. Үй тапшырма – это домашнее задание. Тапшырмалар – это много домашних заданий. Ды – эмнени. Үй тапшырмаларды – что именно, да? Кого что? Винительный падеж. Үй тапшырмаларды текшергенче. Текшер. Текшерю, текшер – это проверять. Текшергенче – пока проверил. Чарча – это уставать. Чарчап калды – устал. Калды – вспомогательный глагол. Чарчап калды – устал. Учитель устал, пока проверял домашнее задание. Мугалим үй тапшырмаларды текшергенче чарчап калды. Здесь получается текшер – проверять, пока проверял. Бул үйдү сатканча 2 жыл өтүп кетти. Пока мы продавали этот дом, прошло 2 года. Бул үйдү эмнени. Что мы продавали? Мы продавали дом. Здесь тоже винительный падеж, да? Сат – продавать. Сатканча, пока продавали. 2 жыл, 2 года. Өтүп кетти, прошли. Өт – проходить. Кет – вспомогательный глагол. То есть тоже ушло, да? Что-то ушло. Өтүп кетти, ушло 2 года. Или прошло 2 года. Итак, первое значение мы прошли. Добавляем окончание к глаголам. И получаем пока что-то. Пока учил, пока читал, пока проверял, пока ездил, пока вы что-то делали. Если хотите сказать, что пока вы что-то делали, что-то произошло или что-то случилось, вы добавляете окончание ганча, гончу, генче, гончу, канча, гончу, кенче, гончу. То есть тоже по правилам, в соответствии с правилами сингармонизма, да. И второй вид, наверное, можно сказать, как переводится это слово, это окончание, это чем. То есть это окончание добавляется в предложениях, сравнениях. То есть что-то лучше, чем что-то. Но если мы добавляем к какому-то глаголу окончание ганча, то этот глагол что-то хуже, чем то, что предлагается. То есть должна быть альтернатива в предложении. И то, что имеет окончание ганча, это хуже, чем то, что дается в альтернативе. Да? Например, сиз той өткөргөнчө ошол эле акчага үй сатып алгыла. Сиз, вы, той, пир, өткөргөнчө, өткөр – это проводить. Өткөргөнчө, чем проводить той, ошол этот или тоже для связки, да,
ошол эле этот акчага на эти деньги үй, дом сатып алгыла, то есть купите дом на эти деньги, чем проводить той. То есть провести той стоит так же, сколько и стоит и купить дом. И здесь дается альтернатива. Купить дом или устроить пир. И здесь вот, когда мы добавляем окончание ганча, то вот эта альтернатива, она хуже, чем то, что предлагается. Сиз той өткөргөнчө ошол эле акчага үй сатып алгыла. Чем проводить пир, лучше купите дом. Бул сарайды бузганча ремонт кылсаңар болмок. Бул этот сарай. Сарай. То есть здесь получается тоже винительный падеж. Кого что? Кимди эмнени сарайды. Буз это ломать. Бузганча. Чем ломать сарай этот? Ремонт, так и переводится. Кыл делать. Кылсаңар болмок. Стоило бы вам сделать, да, ремонт. То есть чем ломать этот сарай, лучше бы его отремонтировали. То есть обращаем внимание, буз ломать, бузганча, чем ломать. И вот это чем ломать, оно хуже, чем сделать ремонт. То есть в любом случае эти окончания, они должны иметь какую-то альтернативу и быть хуже, чем та альтернатива, которая дается. И третье, без Турция барганча и сыкөлгө эле баралы. Чем ехать в Турцию или лететь в Турцию, лучше поедем на Иссыкуль. То есть альтернатива Иссыкуля лучше, чем Турция. То есть здесь получается бар, ехать, лететь, плыть и так далее. Барганча, чем лететь в Турцию, Иссыкульгө баралы. Съездим на Иссыкуль. То есть вот это окончание как сравнение можно использовать лишь в тех случаях, когда есть альтернатива. Надеюсь, все понятно. Если есть вопросы, пишите в комментарии, ставьте лайки.